Руководитель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров отстранен от должности на время расследования. Этой ночью в Киевском госпитале Насирову вручили подозрение в злоупотреблении служебным положением. Его адвокаты утверждают, Насирову вручали подозрение, когда он был в бессознательном состоянии. Накануне врачи диагностировали у него гипертонический криз, а сегодня у него обнаружили инфаркт. Эльвина Сейдбулаева знает подробности. Романа Насирова из палаты вывозят на носилках и сразу в кардиореанимацию. Врачи диагностировали у него инфаркт и уже прооперировали. Стан здоров'я мого підзахисного Романа Насірова не дозволяє йому зараз проводити жодних процесуальних або слідчих дій, які з ними намагаються зараз робити детективи НАБУ. Детективы НАБУ всю ночь дежурили у палаты Насирова. 2 дня назад они обыскали все офисы фискальной службы и адреса, которые Насиров указал в электронной декларации. С обыском оперативники пришли даже к бабушке его супруги. Следственные действия в отношении Насирова проводятся в рамках расследования газового дела Онищенко. Ему инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Насіров підозрюється в вчиненні дій умисних в інтересах Олександра Онищенка, що виразилися в прийнятті рішень про розстрочення рентної плати за видобування корисних копалин. Накануне Насирову внезапно стало плохо. Врачи еще вчера обнаружили гипертонический криз. Детективы НАБУ и прокуроры несколько часов не могли попасть в больницу Феофания, куда ранее был госпитализирован подозреваемый. С 10 часов ночи в больнице «Тихий час» вахтеры не пропускали детективов в палату. Народный депутат Андрей Жиржий был свидетелем обвинения подозрения, заявил глава фискальной службы Насиров, симулирует. Ви бачили багато наших політиків, які в таких ситуаціях падають на лікарняний, нічого іншого, нового тут не відбувається. Тобто стандартна схема захисту. Побачимо, як будуть. Так. Детективы НАБУ вручили подозрение Насирову, когда он уже был без сознания, утверждают адвокаты. Считают, что подозрение не имеет юридической силы. Йому було повідомлено про підозру, особа була в непритомному стані. Тому всі документи, які були складені детективом Національного антикорупційного бюро, на нашу думку, є незаконними, оскільки не були залучені захисники. Детективы действовали законно, заверил руководитель НАБУ Артем Сытник. Сейчас следствие изучает медицинские документы. Складено протокол про затримання, оголошено про підозру. Детективи зараз отримують медичну документацію, яка характеризує його стан здоров'я. Відповідно, ця медична документація буде перевірена відповідними фахівцями, і після того, як ми отримаємо об'єктивний висновок щодо стану здоров'я затриманого, буде в подальшому прийнято рішення. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет требовать ареста Насирова. В ведомстве уверили, состояние здоровья руководителя фискальной службы позволяет транспортировать его в суд для избрания меры пресечения. Слідство вважає, що голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, діючи в інтересах народного депутата України Онищенка в рамках цієї славнозвісної газової справи, безпідставно надавав розстрочки по сплаті податкових зобов'язань низці підприємств. Діями Романа Насірова спричинено шкоду близько 2 мільярдів гривень державному бюджету. На время проведения расследования Насиров отстранен от должности главы Государственной фискальной службы Украины. Эльвина Сейдбулаева, Ислам Пинка и Асан Аминов. Заман. АТР.